Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Сегодня в программе. Режим тишины в Донбассе пока соблюдается, но многие уверены, что это только временная передышка. Таможенный союз превращается в таможенный конфликт. Пробки на белорусско-российской границе. В США официальные лица предупреждают, публикация доклада о пытках может спровоцировать нападение на американцев. Начинаем с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. В этот вторник все ждали мира. Был ли громким сегодняшний день тишины на востоке Украины? Намедни стороны договорились не стрелять, а боевики обязались начать вывод тяжелой техники. В течение дня приходили противоречивые сведения о тишине. В так называемой ДНР сообщают, украинская армия вела огонь до 3 ночи, а по словам луганского губернатора Геннадия Москаля, ночью боевики градами обстреляли одно из сел области. В течение дня за новостями из зоны АТО следил мой коллега Александр Касаткин. Режим прекращения огня введен по инициативе президента Украины Петра Порошенко на всех позициях сил АТО. Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики согласились придерживаться договоренности о дне тишины. Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что режим прекращения огня устанавливается на неопределенный срок. Вот что сказал в интервью нашей программе генерал-майор армии Украины Александр Размазнин. Мы хотим мира. А люди, которые живут на той территории, они такого мира не хотят. Да, если и далее будут продолжаться обстрелы, незаконные обстрелы, по-видимому, будут приниматься определенные решения. Тишина нужна для того, чтобы начало действовать Минское соглашение, которое позволило бы отвести определенные вооружения определенного калибра на те расстояния, которые определены в договоре, Минском меморандуме. Россия связывает с прекращением огня в Донбассе надежды на нормализацию ситуации на юге-востоке Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Мы обсудили подробно задачи по преодолению украинского кризиса, связываем надежды с тем, что сегодня объявлено о прекращении огня, и мы надеемся, что согласованные линии разъединения позволит на деле обеспечить режим так называемой тишины и начать отвод тяжелых вооружений по обе стороны этой линии. О том, что сейчас происходит на востоке Украины, рассказывает журналист Петр Шеломовский. Сегодня уже гораздо тише. С ситуацией лета этого года, когда на улице было вообще никого, то, что сейчас можно наблюдать в городе, это несравнимо. Гораздо больше людей, машин, работают рестораны, кафе и бары. Но вы понимаете, что это абсолютно не имеет никакого отношения к бабушке-пенсионерке, которая не видела пенсии уже 4 месяца, и нечем абсолютно заплатить ни в магазине, и уж тем более ни в ресторане, ни в кафе. Сегодня же должна была состояться очередная встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске. Однако встреча была перенесена и, возможно, состоится в конце этой недели. Как сообщил Украинской службе Радио Свободы главарь боевиков ДНР Денис Пушилин, он не успевает согласовать с руководством позиции. Конец цитаты. И между тем, добровольцы из России, многие из которых ветераны афганской и чеченской войн, продолжают пополнять ряды боевиков в Украине. Материал наших коллег рассказывает корреспондент томской телекомпании ТВ-2 Юлия Корнева. Положили вещи, взяли провизию и грузим в автобус. Автобус отвезет их прямо до границы с Луганской областью. 5 дней в пути. С собой везут снаряжение и продукты питания. В автобусе уже сидят по группам. Разведчики, штурмовой отряд и обеспечение тыла. Кого-то провожают, у кого-то родственники не знают, куда едет глава семьи. До сегодняшнего дня они работали водителями, строителями, массажистами. Многие прошли в свое время через Афганистан и Чечню. Но есть и те, за плечами у кого только служба в армии. Афганистан, 83-84, да. Вот из Барнаула группа аж 200 человек, говорят, уехала. А из Томска... Барнаул поможет там столько бойцов выставить. Мы сколько можем, кто смог, поехали, кто неравнодушен к судьбе. А как надолго едете? До этого тоже никто не знает. Вы едете, вы будете там получать деньги или нет за это? Даже тоже не знаю. Чего мы будем там получать, не будем. Ну, факт не в деньгах. Там же воюют люди и без денег. И по телевидению показывали. Ну, мы примерно так. Но если будет там какая-то там оплата или что-то такое, это будет неплохо. Обидно за наших. То, что какая-то
позволяет себе убивать детей, позволяет убивать беременных женщин. Мы не можем на это смотреть. У нас едет сегодня 30 человек, 31. Собственно говоря, в конце сентября примерно эта группа уже и сформировалась, да? То есть да, мы занимались, мы тренировались, мы готовились, и поверьте, мы подготовились очень хорошо. Мы не едем туда заработать. Мы едем туда, чтобы прекратить все это, беспредел вот этот ихний. Со всех фактически сибирских регионов наши ребята туда поехали. У нас, я не скрываю, что очень много ребят уехало туда поодиночке и находятся там, уже некоторые возвращаются. Поэтому у нас было принято решение централизованно отправить группу. Есть командир, есть заместители. Группа возраста от 23 до 50 лет. Поэтому мы будем знать, кого мы отправили. Мы будем держать связь постоянно с ними. Были у нас ребята, что теперь скрывать, которые приходили, якобы сколько там заработная плата, когда заходила речь о выплате каких-то денежных средств, мы с такими сразу же прощались. Их провожает православный священник, раздает иконки. С напутственными словами выступают офицеры. Происходящее кажется нереальным. Ведь официально россияне на чужой войне, в чужой стране не воюют. А вот про добровольцев говорят в открытую. Но чтобы была такая организованная отправка, за кадром провожающие обещают, кто дождаться, а кто позже догнать томскую группу. Возможно, следующий отряд добровольцев из Томска уедет на Украину уже после Нового года. Соединенные Штаты в ожидании возможных провокаций или даже терактов. О причинах наши коллеги в Вашингтоне. Наташа, продолжайте. Да, Сергей. Сегодня Сенат США планирует опубликовать доклад о методах задержания и допросов, которые применяла ЦРУ в период с 2002 по 2009 год в отношении лиц, подозреваемых в терроризме. В связи с этим в дипломатических представительствах США и на американских военных базах введены повышенные меры безопасности. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. Есть данные, что публикация доклада может привести к увеличению рисков для наших представительств и граждан по всему миру. Администрация приняла необходимые шаги, чтобы убедиться в применении всех мер предосторожности на объектах собственности Соединенных Штатов во всем мире. В студии наш корреспондент Александр Панов. Саша, это будет первое общедоступное документальное свидетельство применения пыток агентами ЦРУ в отношении лиц, подозреваемых в терроризме. Речь идет, в общем, о периоде после терактов 11 сентября 2001 года. Вообще информация сама по себе не новая. Почему доклад публикуется сейчас и чего так опасаются американские власти? Наташа, классический пример, как тайное рано или поздно становится явным. О чем, кстати, следует думать всем действующим политикам. На публикации доклада настаивали президент Обама и глава Сенатского комитета по разведке Дайана Фейнстайн. В докладе комитета 480 страниц, а всего собрано свыше 6 тысяч страниц документов. Надо сказать, что речь идет о так называемых особых методах допроса, которые практиковались спецслужбами в годы президента Джорджа Буша-младшего. Обо всем этом пресса писала, и правозащитники протестовали. Пытка лишением сна, имитация утопления. Сотрудники ЦРУ применяли эти и другие методы к заключенным, содержавшимся в секретных тюрьмах за пределами США. Как признался бывший шеф ЦРУ Майкл Хейден, управление предоставляло союзникам США ложную информацию об этой программе, и обнародование доклада может привести к тому, что страны, ранее сотрудничавшие с Вашингтоном в борьбе с терроризмом, могут отказаться от продолжения сотрудничества. Кроме того, отмечают те, кто уже ознакомился с документом, ЦРУ ввело Конгресс и Белый дом в заблуждение относительно эффективности таких спецметодов получения информации. Тем не менее, бывший президент Джордж Буш заявил, что он выступает против публикации этого доклада, а агентов ЦРУ назвал настоящими патриотами, которые действовали
от его имени. В Вашингтоне опасаются, что публикация доклада может подтолкнуть экстремистов к нападениям на американцев и американские объекты за рубежом. Как напомнил официальный представитель Госдепа Джен Псаки, в настоящее время в различных странах мира несколько граждан США удерживаются в качестве заложников. В общем, публикация доклада, которую приветствуют правозащитники, несет риск. Но, тем не менее, документ будет обнародован, что неизбежно вызовет волну антиамериканских комментариев. Как сказал сенатор Фейнстайн, публикация должна предотвратить возврат к подобным методам. Как известно, Барак Обама одним из первых своих указов запретил пытки. И этот доклад будет только способствовать тому, что подобные методы объявлены вне закона. То есть принципу дороже. Спасибо. С нами был Александр Панов. Канада и Украина подписали декларацию о военном сотрудничестве. Министр обороны Канады Роб Николсон заявил по этому поводу. Эта декларация начинает процесс усиления возможностей украинского правительства защищать свои границы и народ своей страны, а также рассматривает вопросы сотрудничества в области военной подготовки и повышения боеготовности. Мы должны продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она подчинялась нормам международного права и уважала свободу и независимость Украины. Насколько это существенно? Этот вопрос мы задали генералу сухопутных войск США в отставке Кевину Райану, который сейчас является директором проектов по обороне и разведке Центра Белфера в Гарвардском университете. Любая поддержка, которая позволит правительству Украины установить более гражданский, если можно так сказать, контроль над территорией страны, благоприятна для страны. Я считаю, что США должны оказывать более значительную поддержку украинской армии, правоохранительным органам. Поэтому я лично приветствую инициативу Канады и считаю, что другие западные страны должны следовать ее примеру. Еврокомиссия поручила Европейскому агентству по авиационной безопасности провести расследование случаев опасного сближения российских военных самолетов без автоматических идентификаторов с пассажирскими лайнерами. Неделю назад посол США в НАТО Дуглас Лют обвинил Россию в том, что ее военные самолеты создают угрозу для гражданских рейсов в Европе, отключая средства связи и не предоставляя планы полетов. За последние дни о продолжении активности российской военной авиации сообщили Польша и страны Балтии. Комментарий генерала Райана. So the flights themselves don't pose any risk to the Baltics or to NATO countries. Полеты сами по себе не представляют угрозы странам Балтии, но тот факт, что их число растет и они проходят все ближе к границам, как и факт поддержки, оказываемой этим странам США и ЕС, усугубляет ситуацию. Во время Холодной войны Запад и Восток неоднократно проводили подобные полеты у границ других стран. Их целью было наблюдение, сбор информации и простая демонстрация своего присутствия врагу. Однако люди зачастую забывают или не знают, что за те 50 лет противостояния 39 американских самолетов были сбиты у российской границы. Речь идет о порядка 75 погибших американцах. Подобные инциденты случаются, когда военные вынуждены работать в непосредственной близости друг к другу, а несчастный случай может привести к серьезной эскалации ситуации. Москва и Минск все чаще не могут найти общий язык в рамках своего таможенного союза. Что это тогда за союз? Сергей? Да, таможенный союз все больше превращается в таможенный конфликт. Сначала Москва, не согласовав с партнерами, запретила продукты питания из Евросоюза. А когда из Минска на восток тоннами пошли белорусские креветки и пармезаны, Россия запретила белорусские мясо и молоко по причине санитарного несоответствия. До этого все было в порядке. После Беларусь возобновила ранее отмененный таможенный контроль на границе с Россией. Судя по этому видео, еще недавно в пунктах пропуска были многокилометровые очереди из фур. Какая ситуация на границе сейчас? Из Минска корреспондент Белорусской службы «Радио Свобода» Игорь Корней. Фрагмент интервью, которое мы записали до эфира. На этот момент очередей на белорусско-российских переходах нет. Это нам подтвердили и представители страховых компаний, которые имеют там стационарные пункты для оформления страховых документов, и водители. То есть на этот момент буквально по 2-3 фуры находятся, вот, к примеру, на Витебском переходе и столько же на Гомельском. Игорь, а что это тогда за группы мобильного таможенного контроля, которые действуют на белорусских дорогах? Это буквально группы по 5-6 человек, которые на специально оборудованном автомобиле выезжают конкретно на какой-то переход
и останавливают некоторые фуры, скажем так, которые им кажутся подозрительными. Функция поиск контрабанды или так называемого реэкспорта – это продукция из санкционного списка, которая через Белоруссию и Западной Европы поставляется в Казахстан, там оформляется, переправляется обратно в Белоруссию и уже под видом белорусской возвращается в Россию. А как долго может продлиться такой таможенный конфликт? Чем закончится этот конфликт, пока неизвестно, но некоторые специалисты считают, что продержится такая ситуация до того времени, пока Россия не пустит на свой рынок продукцию 1,5 десятков предприятий, которые были, скажем так, забракованы, и продукция которых не поступает на российский рынок из-за того, что там якобы найдены антибиотики и вредные для здоровья микроорганизмы. Из Минска наш корреспондент Игорь Корней. Если нарушаются нормы таможенного союза, что тогда ждет Евразес, который должен заработать с 1 января 2015 года? Как видится политика Минска из Москвы, точнее из института Евразес? Об этом моя коллега Шахида Якуб говорила с генеральным директором института Владимиром Лепехиным. Белоруссия, которая очень сильно зависит в экономическом плане от России. Президент Беларуси занимает очень такую прагматичную позицию. Естественно, в нынешних условиях посчитал, видимо, не он, а его чиновники, бизнес белорусский совершенно естественным образом, наверное, попытались заработать на транзите каких-то товаров. И поэтому это нормальный процесс выстраивания отношений. Не первый случай, когда у Беларуси есть своя позиция, которая пытается использовать политическую ситуацию в своих экономических интересах. Вот. Соответственно, Россия реагирует, это тоже нормально, тут ничего такого сверхординарного нет. Но дело в том, что у нас рыночные экономики, а в рыночных экономиках основными субъектами являются разного рода бизнес-структуры, которые особо не прислушиваются к мнению чиновников и к переговорам каких-то политиков. Они действуют так, как подсказывает им ситуация. Если есть возможность заработать на транзите, тут же бизнес начинает этим заниматься. Поэтому позиция государства заключается в том, чтобы вовремя это все пресекать, что, естественно, не удается. Либо каким-то образом отстаивать интересы своего бизнеса. Всемирный банк вновь ухудшил прогноз экономического развития России. В 2015-м страну ожидает сокращение инвестиций. По мнению экспертов банка, избежать рецессии Россия сможет только после подорожания нефти до $85 за баррель. Как на дешевую нефть реагирует американская экономика? Это вопрос нашим коллегам в Вашингтоне. Наташа. Да, Сергей, цена на нефть марки Brent упала ниже $66 за баррель, очередной пятилетний минимум. О том, как это отразилось на американском рынке, репортаж Алексея Березина. В результате снижения цен на нефть цена на бензин в США опустилась до рекордного уровня за последние 4 года. В среднем галлон бензина стоит $2.72, то есть 70 центов за литр, а в некоторых регионах и того ниже. Падение цен на нефть вызвано снижением спроса в Европе и Азии, а также ростом добычи в США. В прошлом страны ОПЕК боролись с такой ситуацией сокращением производства, что ограничивало предложение и повышало цены. Но в этот раз членам ОПЕК договориться не удалось. Одна из ключевых стран-членов ОПЕК, Саудовская Аравия, обладает достаточными финансовыми ресурсами и устойчива к понижению цен на нефть. Чего не скажешь о других странах, таких как Иран, Россия или Венесуэла. Лидерам в Москве и Каракасе, скорее всего, придется принимать непопулярные решения, так как их бюджеты и обещания перед гражданами были сделаны с учетом бюджетов, не рассчитанных на такую низкую цену нефти. Это обстоятельство может снизить их политическое влияние. Низкие цены на нефть также бьют и по доходам нефтедобывающих компаний в США. Впрочем, по мнению главы Американского института нефтепродуктов Джека Джеральда, эти компании будут спасены инновациями и повышением эффективности нефтедобычи. Кроме этого, по его словам, рост нефтедобычи в США увеличивает влияние Вашингтона на международной арене. Изменения очень серьезные. США теперь забирают контроль у России и Ближнего Востока в качестве мирового лидера в области нефти и натурального газа. Рост производства нефти в США меняет геополитическую картину. Становится очевидным, что соперничество в энергетической области будет только усиливаться. С нами на связи из Нью-Йорка наш корреспондент Владимир Ленский. Владимир, положительный рост в российской экономике ожидается лишь в 2017 году. Как это отразится на частных компаниях, в общем, и на рядовых гражданах?
Наташа, ну вот накануне в Москве состоялось безрадостное рандеву, когда встретились цена на нефть и курс евро. И то, и другое стоило $66 18 копеек. 66 рублей 18 копеек. Конечно, с тех пор евро немножко подешевел, но тенденция идет к тому, что и евро, и доллар будут дорожать по отношению к рублю, несмотря на все попытки Центрального банка России, так как эти попытки идут вразрез с ростом цен на нефть. Как говорят эксперты в России, включая самих же российских экспертов, руководителя Сбербанка, например, Грефа, ситуация заключается даже не в санкциях, которые ввел против России Запад, а в том, что российская экономика так сильно зависит от ресурсов, от продажи ресурсов за рубеж. И пока цены на эти ресурсы не вырастут, экономика не исправится. Эксперты предполагают, что инфляция в России к концу уже этого года будет составлять двузначные цифры. Что это означает для простых обывателей, простых жителей России? Это то, что придется снова вспомнить, как нужно экономить деньги в период, когда цены растут слишком быстро, или каким образом, на каких товарах придется сейчас экономить. На товары длительного спроса цены уже во многих случаях выставлены в долларах. Например, на московские квартиры цены выставляются в долларах. Возможно, мы скоро снова увидим обозначение условные единицы. Помните УЕ, Наташа? Да, конечно, к сожалению. Спасибо. Это был наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Ленский. Снова передаем слово Праге. Сергей? Пока Москва запрещает ввоз в страну белорусского мяса и молока, грузинское вино уже свободно пьют в России. И еще недавно, по мнению санитарных служб России, оно было ненадлежащего качества. А тут после времен санкций винный экспорт из Грузии растет. С начала года уже продали 9 миллионов бутылок. Кроме России, под грузинское вино говорят тосты в Украине, Казахстане, Польше и Беларуси. Грузия – родина вина. Кувшины с виноградными косточками, каменные прессы и винные сосуды, найденные в могильниках бронзовой эпохи, служат тому подтверждением. Из Тбилиси Светлана Алиева. На выходе 30 тысяч бутылок в день. И это лишь один из грузинских винных заводов. Здесь сотрудники работают в 2 смены, чтобы предупредить перебои в поставках грузинского вина на рынке более чем 35 стран мира. Но значение имеет не столько количество, сколько качество. Ведь именно низкое качество поставляемой в Россию продукции стало официальной причиной 7-летнего российского эмбарго в отношении грузинского алкоголя. Пестициды или политика? О причинах того запрета сегодня уже не задумываются, а контроль за качеством производства начинается с визуального осмотра виноградников и урожая. Только после этого лаборатория берет виноград на анализы, и после этого конечный этап контроля качества – это когда виноград из транспорта переходит в бункер до переработки. Грузинские вина создаются из южных сортов винограда, каких не встретишь в остальной Европе. Способы приготовления тоже отличаются. Например, по древней кахетинской технологии мезга, кожица и косточки винограда не отделяются от полученного сока. Вся эта масса бродит в специальных глиняных сосудах – квеври. В результате вино получается очень терпким. Другой уникальный способ позволяет производить природно полусладкие вина. Зайдемте и посмотрим все то, что у нас есть. Шалва Мецховришвили – владелец небольшого магазинчика в центре Тбилиси. Предлагая вина ведущих грузинских производителей в ассортименте, Шалва особое предпочтение все же отдает мелким предпринимателям. Чем я горжусь, это маленькие фермеры, которые выпускают очень ограниченное количество вина. Вот здесь они представлены, это биоорганические вина, так называемые. Это то, чем мы должны гордиться. Грузины умеют делать вино, и настоящее вино. Около 70 тысяч квадратных километров грузинской территории признаны очагом виноградарства. Экспорт вина сегодня превысил 50 миллионов бутылок. И как же тут не спросить гостей столицы? Неужели вы и правда хотите уехать из Тбилиси без грузинского вина? Светлана Алимова, Александр Алимов, Тбилиси. Российское посольство в Вашингтоне и консульство в Нью-Йорке вскоре могут оказаться на площади Магнитского. Что это за инициатива? Эфир из Соединенных Штатов, коллеги. Да, Сергей, это инициатива инновационной правозащитной организации. Оппозиционер Гарри Каспаров назвал ее символичным политическим протестом, который привлечет внимание мировой общественности, цитирую, к преступным действиям российских властей. Репортаж Ануша Витисян.
Ныне адрес посольства Советского Союза в Вашингтоне – площадь имени Андрея Сахарова, 1. Об этом решении Конгресса в 1984 году сообщали американские газеты. Фотографии советского диссидента, лишенного всех премий и наград, высланного за свою правозащитную деятельность из Москвы и истощенного в результате объявленной голодовки, не сходили с обложек американских изданий. И сегодня блок 16-й улицы в Вашингтоне, в нескольких шагах от Белого дома, в котором находится резиденция российского посла в США, называется Сахаров Плаза. Данную инициативу решили повторить. Только вот у нашей эпохи свои герои. Американские правозащитники вместе с Гарри Гаспаровым призывают законодателей переименовать улицу, на которой расположен комплекс зданий российского посольства, и дать ей новое название – площадь Магнитского, Магнитский Плаза. Российское посольство в Вашингтоне или российское консульство в Нью-Йорке могут скоро оказаться на площади Магнитского. Аргументация простая, чтобы корреспонденция, адресованная российским дипломатам США, напоминала им о гибели в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» в 2009 году российского юриста Сергея Магнитского. Это демонстративное решение будет показывать отношение американских властей, как федеральным уровнем, так и городских, к тому, что делает сегодня путинская Россия, как в самой России, так и за рубежом. Ну и кроме того, это увлекающая память человека, с чьим именем, в общем-то, связано одно из самых громких преступлений, совершенных в России. В Соединенных Штатах, где в декабре 2012 года был принят закон Магнитского, вводящий санкции против российских чиновников, причастных к смерти Сергея Магнитского, новую инициативу по переименованию улицы правозащитники считают реализуемой. Надеемся запустить проект как можно скорее. Мы работаем с представителями демократии всего мира. Площадь Магнитского должна появиться перед каждым российским посольством в каждой стране, чтобы российские дипломаты не забывали о жестокости кремлевского режима. Борьба с тоталитарными режимами во всем мире должна вестись на языке политических жестов, потому что это лучший способ разоблачать и постоянно напоминать о преступлениях, которые они совершают, считает Каспаров. Правозащитник верит, что подобные проекты могут перерасти в нечто большее, чем символический жест. Рано или поздно люди начинают задавать вопросы. Наша задача в том числе и этой акции, чтобы люди эти вопросы начали задавать раньше, потому что каждый день, каждая неделя, каждый месяц пребывания Путина у власти, они уменьшают шансы России выйти из этого кризиса достойно. Назвать и пристыдить. Так американские журналисты описали инициативу переименовать улицу, на которой находилось советское посольство, именем самого известного внутреннего политического критика Советского Союза Андрея Сахарова. Спустя 5 лет после смерти Сергея Магнитского правозащитники надеются, что, используя имя Сергея Магнитского, они смогут послать сигнал Кремлю и привлечь внимание мировой общественности к преступным действиям российских властей в отношении политических заключенных. Ануша Витисян, Андрей Дегтярев для программы «Настоящее время», Вашингтон. На этом программа «Настоящее время» подошла к концу. Ее подготовили для вас «Голос Америки» из Вашингтона и «Радио Свобода» из Праги. Не забывайте заходить к нам на сайт currenttime.tv. Сергей, до завтра. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. «Настоящее время» вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.